Добрый день, дорогие друзья! Знали ли вы о том, что в 2013 году был основан Союз развития частного сектора? Это некоммерческая организация, которая объединяет бизнес-структуры и общественные объединения. Сегодня у нас в гостях председатель этого союза Наима Нурматова. Добрый день, добро пожаловать. Здравствуйте, Дарья. Наима, мы сегодня с вами поговорим и о деятельности вашего союза, и о поддержке женского предпринимательства, и о женщинах в бизнесе в целом. Но для начала, я думаю, нашим зрителям будет интересно узнать о том, что это за союз и с какой целью он вообще был основан. Спасибо большое, Дарья, за приглашение. Как вы уже отметили, союз организован в 2013 году. Союз был организован на основе коалиции ряда предприятий, предпринимателей и бизнес-ассоциаций как единое поле для создания государственно-частного диалога. То есть основной целью и задачами Союза является создание некой платформы, благоприятной платформы для продвижения интересов бизнеса, поддержки и развития предпринимательства в нашей стране. Сейчас, я так понимаю, деятельность Союза, она достаточно обширная и разноплановая. Хотелось бы узнать, над какими конкретно задачами и проектами вы работаете. Хочу отметить, что Союз работает в нескольких направлениях экономики. Это агробизнес, это развитие текстильно-швейной отрасли, это развитие строительства и строительных материалов, это развитие туризма и оказание услуг. Основной задачей Союза является поддержка бизнеса, развитие бизнес-ассоциаций. Нам бы хотелось, чтобы наше сообщество объединялось в эти ассоциации, в бизнес-структуры, для того, чтобы предпринимательство в нашей стране имело достаточные возможности для развития. Я так понимаю, что рамками нашей встречи, к сожалению, не охватить весь спектр того, чем вы занимаетесь, но поэтому хотелось бы отметить, наверное, вот это вот направление, о котором вы сейчас сказали, это текстильно-швейный сектор. Насколько я знаю, туда вовлечено как раз очень много женщин. Да, текстильный и швейный сектор является социальным, можно назвать его социальным сектором, потому что 98% работников этой отрасли составляют женщины. На данный момент мы объединили порядка 65 организаций. Это 60% вообще присутствующих организаций в стране, которые занимаются производством именно в этом секторе. А что значит, вот вы объединили? Что это дает этим Что организациям? это дает? Да, это вот очень хороший вопрос. Почему? Потому что у истоков, если смотреть, когда мы организовывали союз, то есть всего лишь членских организаций у нас было всего лишь 12. На данный момент их уже порядка 85-86 организаций. Из них 12 компаний, это ассоциации, это бизнес-ассоциации, которые объединяют еще и аффилированные члены, значит, это порядка 500 организаций, которые занимаются в той или иной сфере. Где-то 65%, как я сказала, бизнеса формирует именно текстильно-швейный сектор. И основная наша задача – это помощь в развитии именно этого направления. Мы как объединяющий ресурс для этих компаний, то есть мы мост между ними и между государственным сектором в построении диалога. То есть все проблемы, которые существуют у бизнеса, все возможности, вопросы по развитию бизнеса. Мы оказываем и консультационные услуги, мы и продвигаем интересы на различных площадках. Стоит отметить, что мы представлены как союз в межведомственных структурах, это в министерствах и ведомствах. И на этих площадках мы продвигаем интересы, то есть мы формируем именно не одно мнение, не продвигаем не одно предприятие, а формируем именно мнение сектора и достаточно успешно реализуем свою деятельность, скажем так. Это здорово, но мне кажется, иногда, если мы рассматриваем какой-то один сектор, разные организации, они чувствуют себя в первую очередь конкурентами. Насколько легко их объединять в единый союз? Это замечательный вопрос. Знаете, мы когда формировали именно членскую базу, объединяем, приглашаем именно. Первый вопрос: а зачем мне это нужно? То есть что я от этого получу и зачем мне это нужно? И очень сложно, и вообще это самая большая боль наших ассоциаций, бизнес-ассоциаций, которые не могут, то есть они существуют очень зачастую многие номинально. То
То есть есть членская база, но они не функционируют, то есть они не участвуют в жизни ассоциации. Ассоциация ведь никем не финансируется. Ассоциация поддерживается самим бизнесом, то есть во сколько заинтересован бизнес, настолько и развивается ассоциация. То есть это палка о двух концах, или это хлопок руками, чтобы что-то получилось, это должно быть две руки. И вовлеченность именно структур. Мы в нашей ассоциации различного уровня бизнеса. То есть есть крупный бизнес, который занят полной цепочкой производства, да, это от переработки хлопка до производства швейных продуктов. И есть малый и средний бизнес, который представлен, ну, может быть, порядка 15-20 работников, да, и в основном малым бизнесом руководят именно женщины-предпринимательницы. И сказать о конкуренции – это замечательный вопрос конкуренции, но мы за здоровую конкуренцию. То есть мы формируем, и вообще, вы знаете, такая вот сейчас у нас тенденция идет в Союзе, я бы не сказала это менторством, да, но это вот такая площадка, в которой никто не скрывает своих достижений и возможностей, даже если и по заказам смотреть, да. То есть если формируется какой-то заказ у крупного предприятия, то он тут же распределяет его среди мелких предприятий и поддерживает. Поэтому вопроса сейчас о конкурентоспособности, скажем, того или иного бизнеса у нас сейчас не стоит. Это в отношении нашего внутреннего бизнеса. Но конкурентоспособность со внешним импортерами, скажем так, в страну – это очень сложно. Это очень сложный вопрос, который как раз-таки одной из тех лейтмотивов наших выступлений именно во всех ведомствах, именно ВОЗ контрабандной, скажем так, продукции, которая ничем нигде не учтена, и на нашем рынке сложно очень нашим предпринимателям конкурировать именно с такой продукцией, которая не обложена никакими налогами. И каким образом пытаются справляться? Ну, пытаемся, обсуждаем. Мы вот как раз проводили, у нас 16 числа планируется проведение круглого стола в Хатлоне, где мы приглашаем и представителей таможенного комитета, и представителей налоговой службы, и местные исполнительные органы власти на уровне заместителей председателей. И эти вопросы обсуждаются и поднимаются. То есть насколько правомочно, насколько возможно решить этот вопрос, это именно обсуждается двусторонними. Ну, вот смотрите, с 2013 года прошло достаточно много времени, да. И наверняка были успехи по разным фронтам. Да. Вот особая какая-то гордость, может быть, добились каких-то особых результатов в каком-то направлении? Ну, знаете, у нас очень много вопросов в развитии именно в формировании политики управления, да, тем или иным сектором, именно в законодательной сфере, именно в сфере предоставления преференций тому или иному сектору. Стоит отметить, что поддержка правительства в этом направлении очень ощутима. И те преференции, которые даны этому сектору, те возможности, которые даны для развития, они очень ощутимы, и стоит отметить тот мораторий, то есть указ президента нашей стороны, уважаемый Эмомали Рахмона, по объявлению моратория на все виды проверок. Это очень был такой вот посильный шаг, который дал возможность. Мы провели анализ, мы очень часто проводим анализы, то есть прежде чем выступать на площадках высокого уровня, мы проводим опросы, проводим анализы и выдвигаем уже вот сформулированное такое мнение бизнеса. И проведенный анализ показал, что именно климат, именно бизнес-климат, именно возможность вести свободный бизнес, когда тебе каждую дверь, ты не сидишь и не думаешь, что вот сейчас тот проверяющий придет, сейчас этот проверяющий придет. И практически это помимо того, что это и финансово очень сильно, это и на прибыль влияет, и на развитие, это еще и морально очень убивает, и потому что мы сейчас говорим о женском предпринимательстве, и вы знаете, что практически все фискальные органы, все проверяющие органы у нас представляют мужчины. Поэтому взаимоотношения, именно вот этот вот, скажем так, возможность работать в спокойной обстановке, это очень, очень большого стоит и очень признательны именно предприниматели именно в этом вопросе.
Наима, вот вы сейчас являетесь председателем Союза. Да. Какое-то время вы исполняли роль исполнительного директора. Да. Сейчас, я так понимаю, вообще вы объединяете эти позиции. Это очень сложно по структуре. Я сама как бы специалист по организационному вопросам именно развития ассоциаций. И в управлении ассоциациями есть несколько структур, да, то есть есть несколько уровней, до которых должны дойти. С 2019 года меня пригласили вести деятельность Союза в качестве исполнительного директора. И за данный момент у нас очень много достижений. Это и расширение членской базы, это и имидж организации, это и возможности развития самих предпринимателей, то есть уровень развития предпринимательства в этом секторе очень возрос. И это ощутимо, это доказуемо, то есть статистически. Положа руку на сердце, какое количество времени занимает ваша должность в Союзе у вас? Хочу еще раз отметить поддержку и правительству партнерских донорских организаций, это партнеров по развитию, без поддержки которых существовать общественным организациям очень сложно. Показывать помощь непосильную предприятиям и бизнесу тоже без этой поддержки тоже очень сложно, поэтому отдельная благодарность им. Но мой график 24/7, то есть я... Не хотелось бы, конечно, говорить о себе в таком этом, но очень много. Да. Тем не менее, это практически... Но при этом вы умудряетесь совмещать все-таки эту позицию еще и с другой работой. У вас есть своя собственная консалтинговая компания. Да. Я запомнила аббревиатуру НДС. Она легко откладывается в памяти. Можете немного рассказать об этом направлении? Да, консалтинговая компания была организована мною в 2016 году. До работы в Союзе я оказывала консалтинговые услуги в качестве фрилансера. То есть это и тренерская работа, это оказание проведения тренингов, консультаций по развитию бизнеса. Но волей случая пришлось перейти в другую форму управления, да, и открыть консалтинговую компанию. Честно говоря, вот когда говорят сложности в открытии компании, эту сложность я не наблюдала. То есть создание единого окна, мы всегда ругаем налоговый комитет, налоговые органы в том, что фискальные органы как бы препятствуют развитию, да, но создание этого единого окна для предпринимателей. Это очень хорошая система. То есть я буквально зарегистрировалась в течение полудня. То есть у меня никакой сложности с этим не возникло. И все это было открыто, и все это было доброжелательно. И все меня 10 раз спрашивали, почему вы именно переходите на эту форму, а сможете ли вы работать в этой форме. То есть мне приходилось еще и доказывать. И это было очень приятно. Вот, да, приятно. Ну вот, волей случая мы организовались как консалтинговая компания. До этого я работала в Институте государственного управления. И в ходе своей деятельности я столкнулась именно с обширной базой преподавателей, обширной базой экспертов, которые, работая, да, в системе, в вузовской системе, имеют очень большое свободное время и свободную возможность оказания консалтинговых услуг. И именно эта идея возникла из того, что, имея такую вот базу, ну, грех не воспользоваться теми возможностями, которые у тебя есть. И на самом деле, эта возможность дает нам очень хорошо развиваться в этом направлении. Получается, вы занимаете руководящую позицию в одной отрасли, руководящая позиция в другой компании. Всегда ли было желание занимать вот такую вот должность? Сказать вам честно, никогда не было. Никогда не было. Я, по сути, вообще очень скромный, скажем так, человек. Скромность не в плане скромности, а в плане, ну, скажем так, нерешительности, что ли. Вот такой вот некий у меня такой, ну, скажем, комплекс всегда присутствовал, комплекс какой-то неполноценности или того, что я не справлюсь с этим, это у меня никогда не получится. И сейчас, вот уже занимая эти позиции, я наблюдаю этот комплекс у многих женщин, и мне бы всегда хотелось, и я и говорю об этом, что это лишь в голове.
То есть это лишь отношения окружающих, это своя неуверенность, она должна быть, ее нужно перебороть. И если ты поставил перед собой какую-то цель, то ты ее обязательно достигнешь. Мне кажется, периодически вот эти вот установки в голове, они возникают еще на этапе раннего детства, когда, да, девочку учат быть скромной, покладистой, и вот эти вот все лидерские навыки, наверное, в ней не развиваются. Как вы думаете, все-таки это на этапе вот взросления надо вкладывать в девочку, или все-таки уже во взрослом возрасте этого можно добиться самостоятельно? Эти комплексы формируются именно в детстве. Но сказать того, что я как бы была отстранена или не поддержана своей семьей или обществом, том обществе, в котором я росла, я этого не ощущала. Но внутренне, видимо, какой-то надлом был. Именно влияет на это общество. Именно закрытость общества, именно невозможность выразить себя. Или же, знаете, это вот тоже, опять мы уходим в психологию, это именно ставить высокие планки для себя. Первая руководящая должность в вашей карьере – это как раз вот союз? Нет. Я как-то так получилось, что всегда, куда бы я ни пришла, я всегда начинаю с нуля. То есть мне приходится что-то открывать, что-то делать, что-то вот возрождать, что-то вот такой вот посыл у меня всегда. Зернышко, чтобы... Да, зернышко. Но первый опыт мой руководства, буквально я, окончив вуз, я пошла работать именно в бухгалтерию. Я экономист по образованию, экономист-аналитик, но я пошла работать в бухгалтерию, и получилось так, что в годы, скажем, в нашем возрасте, в те времена становиться руководителем какой-то организации или какого-то управления было очень сложно. То есть до этого нужно было дослужиться. Это и в возрастном, и в стажевом плане. Но так получилось, что мне буквально вот скинули на голову это руководство, и я стала главным бухгалтером. Было такое предприятие, магазин «Гулистон», который объединял порядка 40 еще других магазинов. То есть это было очень крупное РТО. И я была там главным бухгалтером, мне было 23 года. Достаточно юный возраст для такой позиции. Это было очень сложно. Сразу это было согласились? Психологически очень сложно. Вы знаете, я не то что сразу, у меня не было выбора. У меня просто не было выбора. У меня был опыт. Я себя очень люблю за то, что немножко похвалю себя. Я очень люблю обучаться. Я до сих пор обучаюсь. Мне нравится эта система, и она мне не мешает, она меня не убивает, она меня не оскорбляет с возрастом. Что мне все равно кажется, что я мало знаю. И все, за что бы я ни взялась, я начинаю изучать ту или иную сторону, спрашивать, почему, я люблю. У вас получается достаточно богатый опыт в плане и руководящих должностей, да, и вы являетесь женщиной-предпринимательницей. Мы уже поговорили о барьерах, которые есть у нас в головах, где-то там внутри, но тем не менее наверняка есть какие-то и внешние факторы, особенности восприятия, может быть, женщины-предпринимательницы на вашем личном опыте. Прежде всего, это факторы коммуникации. То есть вот тот фактор неуверенности в себе, он возникает именно от возможности не высказать себя. То есть или незнание именно языка, на котором нужно говорить, и с кем и как говорить. То есть этот фактор, он очень сильно влияет. И я бы советовала женщинам развиваться в этом плане. Не замыкаться, не закрываться, не думать, что кто-то лучше или кто-то хуже. Да вообще система оценки ценностей в нашем обществе, она немножко такая, вот знаете, очень, скажем так, мягко, сложно составленная. Да. Поэтому на это никогда не нужно обращать внимание. Я же говорю, нужно уметь расставлять свои приоритеты. Как только ты расставил приоритеты, ты сможешь, ты видишь, ты ощущаешь нутром. То есть у нас помимо ума и образования у нас есть внутренняя интуиция. Вот меня интуиция никогда не подводила. Я очень благодарна судьбе, всем благодарна, кто меня окружал, тому, чему меня научили. Но мой внутренний мир, он всегда со мной. Он всегда мне подсказывал, где нужно и как нужно это сделать. Поэтому я считаю, что
женщины должны, никто никому ничего не должен, я переговорю, то есть женщине необходимо работать над собой. Работать в каком плане? В плане любить себя и уважать себя. Как только женщина начинает любить и уважать себя, все окружение вокруг начинает любить и уважать ее. Поэтому, если женщина задалась какой-то целью, то она обязательно добьется этой цели. Тем более, насколько я знаю, у нас сейчас в стране достаточно много разных проектов, которые поддерживают женщин-предпринимателей, и один из этих проектов – Wage. И, насколько я знаю, вы тоже… Да, я являюсь частью этого проекта, я очень благодарна этому проекту. Я всегда говорю и отношусь, что я скептически всегда отношусь к проектам сомнительного толка. Это я не про Wage, это я про многие проекты, которые просто проходят, понимаете, как есть идея, она прошла, и эта идея канула в лето. То же самое с женским предпринимательством. С женским предпринимательством, вопросами развития женского предпринимательства, именно по программным вопросам, я занималась с 2013 года. С 2013 года я проводила различные исследования и про поддержки всяких международных корпораций, программ. Но меня импонировала именно программа Wage в чем? В своей вот такой вот, знаете, постановке задачи и в достижении именно тех целей, которые были поставлены. То есть они не ставили такие амбициозные, высокие, недостижимые цели, которые вот везде, там, может быть, где-то из рупора кто-то кричал, что вот это вот что-то может быть. То есть была четко, конкретно сформулированная цель, к которой мы пришли. То есть цель она была изначально, да, это адвокация именно вопросов развития поддержки женского предпринимательства. И мы именно та рабочая группа, костяк, который был сформирован, я очень благодарна с тем, что мы до сих пор имеем возможность обсуждения даже других тем. То есть я выявила для себя партнеров, с которыми я могу работать, то есть могу сотрудничать именно в направлении развития поддержки бизнеса в целом, не говоря уже о женском предпринимательстве. Если сейчас нас смотрят девушки, у которых тоже есть какая-то идея, не знаю, гениальная она или нет, но в любом случае она есть. Единственная, девушка не знает, как быть, то есть стоит ее продвигать и как ее продвигать. Например, вот какой-то из компонентов проекта Wage или, может быть, ваш союз, он может как-то помочь? Хочу сказать, что наша основная цель и задача – это поддержка развития бизнеса, развития предпринимательства. Конечно, бизнес изначально, сейчас формируется бизнес при поддержке многих партнерских организаций, есть программы, которые поддерживают, акселерацию проводят и показывают, как нужно правильно начинать бизнес. Сформированный бизнес, которым сейчас мы управляем, да, то есть является нашими членами, к сожалению, в то время, когда они формировались, не было такой поддержки, и они формировались хаотично. То есть если она, женщина-предприниматель именно в швейном предприятии, у нее было 3 машинки, она их ставила, и она вела свой бизнес. У нее не было ни системы управления, никакого планирования, никакой речи, не говорить о стратегическом планировании, где она будет и как она будет. То есть тех моментов, которые сейчас у молодежи есть, сейчас доступны, очень, очень много таких площадок, где дают возможность именно развитию бизнеса, то это было бы замечательно тогда. Но сейчас я готова, лично сама, как предприниматель, лично союз, как председатель союза, мандатом которым является именно поддержка развития предпринимателя, оказать сильную помощь именно в развитии и поддержке. Самое главное, это, как я говорила, это поставить цель. Если девушка, женщина-предприниматель поставила для себя цель, то обязательно путями она ее достигнет. Для этого очень важно иметь именно площадки, возможности, где ее могут поддержать, где ей могут рассказать, где ее могут сказать, чтобы она не боялась тех возможностей. Пугают очень много. Пугают системой налогообложения, системой проверки. Система проверки очень важна, она нужна. Почему? Потому что все наши социальные блоки, весь он состоит из именно поддержки именно налогообложения, налоговых отчислений бизнеса, то есть
руководителей, предприятий, чтобы могла страна функционировать нормально. Без этого никак невозможно. И когда ты правильно ставишь свой бизнес, когда ты правильно ведешь учет, никто просто не может тебе помешать в том, что ты развивалась. Нужно просто начать. Но все-таки от этапа идеи до хорошего бизнес-плана там иногда настоящая пропасть, да, возникает. Да. Вот на каком этапе девушка или женщина должна находиться, чтобы она смогла все-таки обратиться за помощью? У нее должна быть просто расписанная идея, или она уже должна что-то делать, действовать? Любая бизнес-идея должна приносить доход. И именно финансовый расчет именно доходности бизнеса – это очень важный шаг. Но помимо того, что очень многие обращают внимание на именно доходность предприятия и на возможность финансовых расчетов, немаловажным фактором является именно маркетинг. В чем до сих пор сейчас наш бизнес состоит, хотя он по развитию очень, скажем так, сформирован достаточно, да? Но именно маркетинг, именно продвижение своего бизнеса, именно маркетинговая стратегия развития своего бизнеса, она до сих пор хромает у нас. И поэтому эти вот два важных... Вообще все 4 бизнес-плана, они очень важны, но и маркетинг, и финансовый план, и план организации, и... тоже не уступают по важности. Да, у каждого своя степень. Вы сказали в самом начале о том, что ваш союз, он является своеобразным коннектором, да, между частным сектором и государственным. Да. И я так понимаю, какие-то тренинги, обучающие, может быть, семинары, они не входят в этот компонент? Или все-таки есть такая возможность, где девушки тот же самый маркетинг если могут помните, изучить? я вначале говорила, что мы работаем на 3 уровнях. То есть тот уровень построения государственно-частного диалога – это наша высокая цель. В свою очередь мы оказываем помощь в развитии бизнес-ассоциации, то есть это на 2-м уровне наш мандат. И 3-й уровень – это развитие предприятий, это консалтинг, это поддержка индивидуального бизнеса, это поддержка предприятий, это любая форма оказания консультации для развития бизнеса. Поэтому наши двери всегда открыты, мы будем рады содействовать развитию предпринимательства, женского предпринимательства в нашей стране. А теперь желательно адрес этих самых дверей, которые всегда открыты. Сейчас мы буквально с нашими преобразованиями, мы сейчас находимся на 3-м этаже Центрального универмага столицы, ЦУМ. ЦУМ, 3-й этаж, 15-й кабинет. Добро пожаловать. Спасибо большое за приглашение всем нашим зрителям. Мы вам желаем успехов, и это правда потрясающая инициатива, потому что иногда вот чего-то да не хватает, и если есть рядом люди, которые могут поддержать. Очень важно именно такие площадки для женщин. Я всегда отмечаю, что у мужчин, мы когда говорим вопросы гендера, да, мы затрагиваем, и мужчин начинают передергивать. И я всегда говорю, что гендер – это не про женщин. Гендер – это про возможности. То есть та возможность, которая есть у мужчины, у женщины, ее, к сожалению, на данном этапе и ее недостаточно. Да? Те же самые площадки, о которых мы говорим, те же самые обеды или деловые кофе, или деловые ужины, о которых мы говорим. Женщины идти на деловой ужин с мужчиной, это у нас уже считается вот каким-то, знаете, в центральных частях города, да, то есть в городе это нормально. В регионах это немножко сложнее. Поэтому если будут деловые ужины с женщинами, если женщины возглавят именно, создадут такие площадки для общения, для поддержки друг друга, я считаю, что развитие женского предпринимательства, именно такое бурное развитие, не за горами. Я всеми руками за. Спасибо еще раз большое. Мы уже поняли, что вы работаете в режиме 24/7, но сегодня 25-й час в этих сутках мы у вас украли. Я надеюсь, не зря. Спасибо большое. Спасибо большое.